О развитии борьбы на поясах в Республике Башкортостан поговорим сегодня в рамках программы «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Дмитрий Болянов. Еще, наверное, пару месяцев назад я представляла вас как действующего спортсмена, многократного победителя чемпионатов мира, Европы, России, Республики Башкортостан я уже молчу. А сегодня я вас представляю как председателя Федерации борьбы на поясах города Уфы, вице-президента Республиканской Федерации борьбы на поясах. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам новая должность, новая амплуа? Втягиваемся в процесс. Спасибо, большая честь оказана. Это президентом Федерации Рустамом Зиакаевым. Доверие. Будем заниматься на славу нашей борьбы, развития. Как давно заняли этот пост? В течение года уже я занял этот пост. Просто сейчас мы начинаем заниматься развитием, привлечением молодежи в данный вид спорта. Получили время в Дворце борьбы и ждем туда всех желающих. И будем развивать этот вид спорта. Расскажите, какие сегодня перспективы? Вы говорите о том, что продолжается набор секций во Дворце борьбы. Кого ждете туда? Какой возраст детей? Возраст разный, но в основном студентов сейчас привлекаем, чтобы приезжие люди, уже кто где занимался, другие виды борьбы, может где-то не получалось, дзюдо, самбо, греко-римская вольная борьба, хотят попробовать нашу национальную. Поэтому ждем в гости. Мы сами выходцы из другой борьбы, тоже из дзюдо, много лет жизни отдали. Поэтому друг друга дополняем. Даже борьба на поясах помогает в других видах борьбы потом выступать. Плотная борьба, мы изучаем, друг друга дополняет. Поэтому в Дворце борьбы сейчас много видов этого единоборств, и можно смотреть и брать друг у друга много уроков важных. Вот вы расскажите о себе немного на своем примере, что в свое время вы занимались, по-моему, дзюдо, а потом перешли в борьбу на поясах. Причем в борьбу на поясах перешли, уже не мальчиком. Да, чемпионат мира я выиграл в 36 лет только. Но до этого мы плотненько пару лет поработали с моим тренером Зиакаевым, Рустамом. Он показал пару фишек, которые мы освоили, и они потом начали давать результат. Поэтому никогда не поздно заниматься, главное желание, и все получится. Сейчас вы говорите о том, что набор идет в секцию борьбы на поясах во Дворце борьбы. В каких еще отделениях культивируется этот вид? Сейчас во дворец, ждем мы, хотим по городу еще открывать секции, чтобы люди в каждом районе города. Сейчас будем это поднимать вопросы и будем заходить к руководству. Все, слава богу, помогают. Хотелось, пользуясь случаем, Руслану Тагировичу Хабибову передать и привет, и сказать большое спасибо за то, что он так нас полюбил, вид спорта. Но мы доказываем тоже результатами, что он, и Радию Фаритовичу большое спасибо. То есть очень заметно рост нашей борьбы с их помощью. Есть ли условия, я сейчас говорю о том, что, конечно, желание может быть о том, чтобы открыть разные секции, но найдется ли место для занятий? Будет желание, найдется и место. Вот я сейчас как раз этим и займусь. Мне нужно будет провести несколько встреч с администрацией города, и другие за этим друзья будут помогать тоже, кто раньше занимался. Это коммерсанты, которые успешно очень отзываются и подтягиваются в этот процесс, хотят помогать детям. Поэтому все у нас получится. Есть ли желающие? Если найдется место, будут ли желающие, как думаете? Конечно, будут, потому что все-таки Башкирия – это наш национальный вид спорта. Патриотов в наше время очень много, слава богу, и мы одни из тех. Поэтому, я думаю, будет народ валом. А тренеры? Тренеры тоже. Вот мы сами тренеры сидим перед вами. И молодые, и тренеров тоже достаточно, которые болеют этим. Вот семья Зулькарнаевых, например, и супруга, и муж, вот они оба два заслуженных мастера спорта. Вот начинают старшие тренера Республики Башкортостан. Я думаю, они будут растить много чемпионов.
Вот в этом плане, почему я люблю борьбу на поясах, почему я люблю башкиро-татарский куреш, потому что здесь, как правило, занимаются этим видом спорта наши доморощенные спортсмены, и потом они не уезжают никуда, а они занимаются развитием этих видов здесь, у нас, в республике. И, наверное, вот в этом есть один из больших плюсов. Вот пример Зулькарнаева действительно в этом плане хрестоматийный. Как вот в других районах развивается борьба? Расскажите именно. Насколько я понимаю, вот Артур Зулькарнаев сейчас даже ездит в Бураевский район дважды в неделю. Да, да, да. И судя по результатам и по ребятам, смотрим, сколько народу там занимается. Все любят и его, и этот вид спорта. Ну и в других районах это привито с детства. Я сам начинал бороться на сабантуях. Всегда были очень хорошие призы. И мы тянулись туда, и навыки получали вообще с самого раннего детства. Это лет, наверное, с 13-14. И эти все навыки остаются и в дальнейшем, и помогают и в жизни, и во всем. Дмитрий, вот этот переход от спортивной деятельности к тренерской, да, вы еще и функционер, председатель Федерации борьбы и Федерации, помогаете еще и в Республиканской Федерации. Насколько сложно у вас сложился? Нет, нормально все. Я рад, что мне дали такие возможности заниматься развитием. Сейчас будем показывать в этом году, на что мы способны. И, надеюсь, еще в следующей программе увидимся, и я вам скажу, чего мы добились. Какой себе временной гандикап даете? Я имею в виду, сколько вот времени себе даете для раскачки? Для раскачки, ну, сейчас после Нового года обычно сезон начинается с сентября, начала учебного года, да? Поэтому, я думаю, через год можно будет уже подытожить и посмотреть, чему мы вышли и что мы достигли. Какие еще задачи ставите перед собой? Вот вы сказали, что вы не только председатель, вице-президент, но еще и тренер. То есть вы готовы еще и заниматься тренерской деятельностью? Да, самый главный мой любимый воспитанник – это мой младший брат, мастер спорта международного класса. Все никак мы чемпионат мира не можем выиграть. То второе, то третье. Но основная задача – выиграть чемпионат. Вот у нас, чтобы он тоже стал заслуженным мастером спорта. Это для меня дело чести. Несмотря на травмы, идем вперед. И спасибо всем, кто помогает в этом нелегком деле. Виталий, да, насколько Виталий, я понимаю? Да. Вот что не получается, почему все никак не покорится? Немножко опыта, он еще борется по разным видам борьбы, не стесняется и по самбо, и дзюдо, везде. Поэтому надо немножко углубиться именно в борьбу на поясах, да, и немножко постоять в захвате, так сказать. Я думаю, все у него получится. Немножко времени. Он тоже тренер маленьких детишек еще, и он совмещает. Поэтому все получится, было бы желание. Мы в него верим. То есть все-таки вы рекомендуете, если хочешь достичь больших успехов, то лучше акцентировать внимание на одной дисциплине, на одном виде борьбы? Да, мы можем один год акцентировать внимание на одном виде борьбы, другой год на другом виде, как бы подготовиться. Поэтому, смотря что ставят тренера, какие задачи перед нами, в первую очередь слушаем тренера, и оттуда все результаты пойдут. Кого вы ждете в борьбу на поясах? Вы ждете только мальчиков или девочек тоже? Девочек, конечно, видим, как борются, да, и очень нам нравятся некоторые, очень хорошо показывают технику. Но хотелось бы видеть больше парней, потому что у девушек есть другие задачи по жизни, так сказать. Ну, а так ждем всех абсолютно. И, вот я как говорил уже, Зулькарнаева Камила возглавила сейчас девушек старший тренер. У нее много хорошие данные, и она может донести до спортсмена, поэтому к ней надо бежать, я бы сказал, детям, и девочкам, и мальчикам даже. Она может много дать. Поэтому мы готовы. У нас штаб тренеров очень сильный. Пожалуйста, приходите, будем смотреть. Мы не отговариваем от своего любимого вида. Просто придите, получите технику, порадуйтесь. Друг другу помогаем. Мы взаимодействуем со всеми разными видами борьбы. Поэтому ничего страшного, пусть приходят все. То есть вы ставите задачу не только именно спорт высших достижений, но и, в принципе, базу. Вы готовы помочь заложить базу? Да, конечно. Там много интересного в нашей борьбе, который поможет в различных видах тоже борьбы. Поэтому приходите, обменяемся опытом, и все будет отлично у всех. Вот вы говорите в основном о тренерских кадрах, о Зулькарнаевых, а кто еще? Вы сами, понятно. Виталий Балянов, кто еще есть? Там Зиакаев тоже, вот он мой тоже тренер. Мы с ним достигли вот таких высот, да,
которые у нас есть. Вот это основная часть. Потом Минибаев у нас тоже работает. Будем заниматься, я говорю, там, городская федерация, это только вот начало, я вот взял ее под руководство, начала не было еще ее. Поэтому хотелось бы, чтобы в каждом районе был центр, да, где могут позаниматься. Я думаю, нам все с этим помогут. Вот это моя основная задача. Дмитрий, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Мы рассказали о том, какие перспективы. Спасибо вам за ваш энтузиазм, за вашу инициативность. И, как вы сказали, увидимся через некоторое время, чтобы вы рассказали уже о результатах, о первых результатах Федерации борьбы на поясах города Уфы. Спасибо большое. Всего доброго. Успехов вам. Это была программа «Интервью». Сегодня говорили о развитии борьбы на поясах как в Уфе, так и в Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.